Судачи ходи хамадуат же я хамда хазити ан мех малош сагиге угмех кертилатыч калиматова ге министр здравоохранения Лштаршкой в обращении это. Это видео облетело просторы интернета всего за пару часов. Семья Аушевых в своем обращении к главе республики просят проверить действия врачей перинатального центра. Их родственница поступила в центр 29 ноября. Через 3 часа родила мальчика, и вот уже как 41 день 35-летняя Мадина находится в коме. Она пришла в медучреждение. Она родила здорового ребенка. Она сама была здорова. 9 месяцев наблюдалась у врача. Этот человек, который был при этих родах, принимал эти роды, она сама делала УЗИ. И почему она, если 10 часов родила, 11, 12, 13, 14, 15, 16, где-то делала сахтамар, или где-то, может, к 3 часам операция, истекать кровью. Медперсонал, дежуривший в тот день и принимавший роды на время расследования, отстранены от работы. С ними нам не удалось поговорить. А вот была ли допущена ошибка, кем, где и когда, еще предстоит узнать. Почему сегодня мы все собрались? Прекрасно главврач знает, что мы соберемся сегодня. Мы ее и предупреждали, и ночью тоже вызывали из дома, потому что неправильно ее лечение они сделали. Отменить сказали, они продолжали это лечение. Почему сегодня нету, ни акушера нету, ни Кулаговой нету, которая ребенка принимала нормальная женщина? Почему ее нету? Почему они не позвали? Главврач согласилась дать комментарий, но только по состоянию пациентки, а вот какую-либо оценку ситуации давать не стала. Отказалась пояснять и на ком лежит ответственность за случившееся. После родовой период осложнился гипотоническим кровотечением. Кровотечение не было профузным. Перед тем, как взять ее операционную, мы использовали консервативные методы остановки кровотечения безуспешно. Во время операции, к концу операции, у нее произошла остановка сердца. Ей были оказаны на операционном столе реанимационные мероприятия, восстановилась сердечная деятельность. После операции была переведена в реанимацию. Информация о том, что ингушские врачи допустили ошибку, вызвала поток негативных комментариев и не осталась незамеченной со стороны руководства региона. Уже сегодня в этой ситуации разбирается правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером. يمول خارجيت وجاخ اسمه خارج وحيد الشر اسمه ضحب شر ده أصحاب يتبشر يطلع صحاب يدوشر يدي بتاعتش وين هو قصد بشر وين تيجي زر وين برتبوش ترى شو بالله خلاص سبع شدة سكاش هو قاصص فهم دي بلخ عمدي ترى شو بالله فيك أشخاص هو دوغلا شو أتساعد شو أديه ترى ما حمد خلا عمده الله ما شاء الله حزم إيش إجل حاول الوفد سأقول شنو ما شاء الله صدقني جدو مو قصده يردك يقول بورج مزراوس واش بورج واش تبغى مو خير واش تبغى наказать отдельную процедуру это уже второстепенно будет. Со слов тети Мадины Аушевой, родственники ждали улучшения ситуации 20 дней. Такой срок дали медики для выявления положительной динамики. После, когда ситуация осталась неизменной, семья Аушевых привлекла специалистов из Национального медицинского центра нейрохирургии имени академика Бурденко, которые сообщили о повреждении мозга у женщины. Теперь главный врач перинатального центра и Минздрав обязаны докладывать всю информацию о состоянии пациентки властям региона. Магомед Евлоев отметил, власти намерены привлечь лучших специалистов из ведущих клиник России для лечения пациентки. Росздравнадзору мы поручили провести экспертизу для выявления нарушений со стороны медперсонала. И эта экспертиза будет проведена в ближайшее время. В течение 2-3 недель мы получим соответствующий результат. И органы прокуратуры в том числе также подключились к этому вопросу. Сейчас семья Аушевых остается ждать и надеяться помимо квалификации врачей еще и на чудо. Дома ее ждут 5 детей, ну а самому младшему и вовсе предстоит первая встреча с мамой, если все пройдет хорошо. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.